Я, наверное, просил вас об этом рассказать. Так, получается, вот сейчас я... Теперь трансляция пошла на YouTube. Стас, прошу вас сказать что-нибудь, говорить что-нибудь сейчас. Добрый вечер. Слышно меня как? Так. Просил вас об этом рассказать. Так, получается, вот сейчас я... Теперь трансляция пошла на YouTube. Здесь прошу вас сказать что-нибудь, говорить что-нибудь сейчас. Добрый вечер. Да, все, звук работает. Доброго времени суток. Те, кто если сейчас смотрит или позже смотрит, уважаемые участники весенней просветительской сессии Вики школы Соляр. С вами вновь я, руководитель проекта Тимирхан Шайхудинов, да, и тоже не буду долго тянуть. Это у нас последний видеоурок. Да, по итогам этого видеоурока мы проведем срез того вклада в татарскую Википедию, который вы сделали. По итогам этих ваших вкладов мы вручим, естественно, пройдет у нас вручение сертификатов участников весенней просветительской сессии, да. Мы уже вам предложили несколько вариантов вручения в WhatsApp-группах, которые просим вас проголосовать. И сейчас, да, для передачи слова уже нашему спикеру, да, это такой даже, такая, можно сказать, мы ставим такую жирную точку вот нашей просветительской сессии. И у нас сегодня спикер, исполнительный директор некоммерческого партнерства Wikimedia.ru Станислав Козловский. Wikimedia.ru, как понятно, да, очень близкий, хороший друг нашего проекта. И Wikimedia.ru является таким локальным представителем вообще всего движения Wikimedia в России. И Станислав сегодня расскажет о вики-проектах и о тех возможностях, которые они открывают для их пользователей. Стас, слово вам. Да, добрый вечер. Хотел сегодня вам рассказать, какие существуют проекты Wikimedia, какие есть конкурсы, которые, собственно, можно, наверное, в них начать принять участие, получить какие-то призы. То есть, с одной стороны, получить призы, с другой стороны, сделать какое-то доброе дело, написать статьи, загрузить какие-нибудь фотографии собственные или найти фотографии, перешедшие в общественное достояние. Ну и тем самым помочь еще и человечеству, помочь другим людям, которым это может пригодиться, ну и заодно посоревноваться с какими-нибудь другими участниками конкурса. Дайте я перейду на показ собственного экрана. Так, что тут надо нажать. Где тут? Это получается плюс. Так, запись на удержание сейчас вот или в настройках. Так, здесь интерфейс изменился сейчас, да? После обновления. У меня сейчас все не обновился опять. Каждый день они меняют. Все кнопки не переезжают. Как добавить? Тут что-то было где-то. Так, включить, поставить звонок. Так, мы сейчас идем вещаем? Да, вещаем. Посмотрите, вот плюс начать запись. Это ли? Появилось. Только что не было. А так нет. То есть надо открыть контакт-лист, и тогда появляется демонстрация экрана. Если он свернут, то этой кнопки нет. Странно. Ну, значит, начинаем демонстрация. Значит, мой экран показывается? Да, все, показывает, да. Все, отлично.
существует организация, которая называется Wikimedia Foundation, которая занимается поддержкой проектов, самое известное из которых Википедия, есть множество других проектов. Ну и, соответственно, организация Wikimedia есть в 37 странах мира, включая и Россию. Значит, давайте разберемся, какие есть проекты Wikimedia. Самый известный проект — это энциклопедия Википедия. Она выходит на 304 языках мира. Русский язык — одна из самых популярных, входящих в топ-10. На 7-е место по количеству статей, 4-е место по количеству посещений энциклопедия Википедия на русском языке. Вот, собственно, у нас содержится более 1,5 миллиона статей. Ну, я думаю, все вы ее знаете, и многие из вас читают статьи, наверное, каждый день. Я сегодня не буду вас объяснять, как писать статьи, как их редактировать. Сегодня мы сначала разберемся, какие есть вообще проекты, а второе, мы разберемся, какие есть конкурсы, так или иначе связанные с этими проектами. Ну, с Википедией просто не буду долго останавливать, это обычная энциклопедия, где есть про любые энциклопедические статьи про любые понятия, и можно, соответственно, их читать. Внизу есть категория, можно, соответственно, посмотреть, какие есть. Эта статья была про птиц, про совиных козлодоев. Вот их, оказывается, много разных. Тоже можно, пройдя по категориям, увидеть список статей в той или иной категории и, соответственно, изучить еще другие связанные с этим статьи. В любой статье есть такая карточка, где показывается как раз, например, что происходит, где можно и есть похожие статьи в других проектах Wikimedia. Но в данном случае это статья про биологический вид. Да, бамбукский совиный козлодой. Не знаю, почему я именно эту статью открыл. Но, тем не менее, вот есть, посмотрите, поиск изображений на Викискладе. Если мы щелкнем, мы обнаружим изображение с этой птицы на проекте, который называется Wikimedia Commons, или по-русски этот проект называется Викисклад. Перейдем на главную страницу, а сам адрес commons.wikimedia.org. Это самый большой фотобанк, даже как медиабанк, потому что тут есть небольшое количество видео и звуковых файлов, но, конечно, в основном все-таки тут изображения хранятся, более 50 миллионов, ну, в частности, 54 миллиона медиафайлов. Что это, зачем они нужны, и почему именно они тут собираются. Это изображение, самое главное, тут, конечно, для нас, так как Википедия — это свободная энциклопедия, смысл ее в том, что любой человек может брать оттуда тексты и использовать их как угодно, там только говорить, что это тексты из Википедии. Там, соответственно, Википедия — это тексты, но их надо всегда иллюстрировать, и вот на Викискладе хранятся иллюстрации, которые используются одновременно во всех Википедиях, в других проектах Wikimedia, но также их можно использовать и отдельно. Вот, например, фотография комплекса зданий где там, Трептово в Берлине. Можно посмотреть, где они, у каждой картинки есть описание, что это такое, на разных языках, можно добавить русское описание, геокоординаты, кто указан автор, можно посмотреть, в каких статьях используется эта картинка. Ну, вот видите, в огромном количестве проектов она используется на разных языках. Сегодня это статья дня, поэтому она в большом количестве используется. Значит, самое главное, все изображения, которые имеются на Викискладе, они свободны для использования. Это значит, что авторы сами нам
отдали эти изображения, сами загрузили их на Wikisклад под свободной лицензией. То есть в данном случае это лицензия Creative Commons Attribution Share Alike, которая, собственно, говорит о том, что это произведение можно использовать совершенно свободно. Единственное, если там будут делаться какие-то производные произведения, ну да, там какие-нибудь коллажи или еще что-то, они тоже должны быть свободными. Ну вот, собственно, вот так. Wikisklad, может быть, кроме фотографий, которые под телефоне, могут быть, например, изображения, которые перешли в общественное состояние, там, например, там фотографии, ну, давайте посмотрим, Николай II, да, например, последний царь Российской империи. Тут, соответственно, большинство фотографий уже перешли в общественное состояние, авторы умерли более 70 лет назад, и можно, соответственно, их использовать, загружать на Wikisklad. Единственное, конечно, тут, например, проблема с авторскими правами, она такая сложная, что, ну, например, если Николай II, сейчас пришло мне в голову, он был большой любитель фотографий, потому что поэтому огромное количество фотографий его сохранилось, но многие фотографии, те, которые он сам делал, делали члены его семьи, они защищены авторскими правами, потому что их репрессировали, расстреляли царскую семью, потом их реабилитировали, и, соответственно, копирайт считается с датой реабилитации. К сожалению, вот эти фотографии использовать будет невозможно. Так, давайте перейдем к другим проектам. Проектов много, мы рассмотрели Википедию, рассмотрели Wikisklad, есть проект, который называется Викиновость. Это проект, вот есть русская версия, где люди на том же принципе, как и Википедия, только пишут новости. Вот, соответственно, про последний звонок, что он проходил в разных городах мира, вот репортаж, в частности, Вики-проектов есть, живут в разных уголках страны, и вот мы сделали фотографии, тут мало текста, вся статья, но зато есть множество фотографий из разных уголков, как это проходит, соответственно, сейчас последние звонки. Много статей, их пишут все желающие. Вот у нас прошла Википремия, тоже тут анонс Википремия писали. То есть вот премия разным участникам Вики-проектов, тоже на эту тему новость. Довольно интересный проект, как раз возможность тем, кто хочет себя попробовать на ниве журналистики, попробовать писать какие-то такие статьи именно о новости, интервью, репортажи и так далее. Что не подходит под формат энциклопедии, но тем не менее это тоже очень важная, нужная информация. Есть проект, который называется Dictionary или Wiki-словарь. Это русская версия. Это словарь довольно большой, если словарь далее, это где-то 300 тысяч слов, то Wiki-словарь это более миллиона слов. Чем отличается словарь от энциклопедии? Да, казалось бы, и там есть какие-то статьи. Тут принцип в чем? Что Википедия, статья, она, ну, например, если мы наберем там статью «Бегемот», да, она нас редиректит на обыкновенный бегемот. Если мы наберем «Гиппопотам», то она нас все равно редиректит на одну и ту же статью. То есть разные слова, там, бегемот или гиппопотам, но, собственно, само понятие, которое скрывается за этими словами, одно и то же, поэтому статья одна. Да?
И тут, конечно, надо дать какая-то справка, откуда взялось это название, но в целом статья про животное, которое этим словом называется. Где оно обитает, как оно выглядит, чем питается, какие там предки у него, там, и там подвиды. Длинная статья. Если мы посмотрим Вики-новости, Вики-словаре, то мы видим, где должна быть отдельная статья про бегемота. Уже нет. Потому что я не писал с ошибкой. Нет, вот. Тут отдельная статья «Видите, бегемот» и будет отдельная статья «Гиппотам». Вот. Потому что в Вики-словаре это статьи про слова, да, не про животных. У каждого слова может быть свое происхождение, они произошли, там, имеют разные корни, и поэтому в данном случае словарь это такое справочное издание о словах. Да. Там, как оно используется, это слово, как оно переводится на другие языки, что оно значит, как оно правильно произносится, можно записать туда, не только вот эти транскрипции, но и записать, с моего звук не пойдет, но можно записать, как правильно произносить это слово на русском, чтобы иностранцы услышали, как его правильно произносить, и когда они видят это слово. Вот. Но что в данном случае этимология, что происходит от слова лошадь, гипа, ну и, соответственно, потамос, река, да, речная лошадь. Слово бегемот, я так понимаю, никакое другое происхождение. Ну вот, собственно, вот этот проект Вики-словарь тоже довольно интересный, чем, в отличие от Википедии, писать сюда довольно просто, довольно-таки все статьи типичные, имеют довольно жесткую структуру. В целом, есть тут люди, надо посмотреть, у нас тут свежие правки. Вот что вот прямо сейчас, какие статьи. Сейчас редактируют, вот видите, последние минуты, вот что, какие статьи писать, то есть вот какие-нибудь слова появляются новые, и про них тут же появляются и статьи, что они означают в Вики-словаре. Это не только, в том числе и разные сленговые слова, тоже словарь, тоже, собственно, как бы в Википедии какие-нибудь такие сленговые словечки бы не стали бы про них писать статьи отдельные, а тут можно как раз дать, что они означают и так далее. Следующий проект, это проект Викиверситет, Викиверсити, где у нас тут русская версия. Не очень популярный, надо признать, проект, но тем не менее это такой интернет-университет, где можно собирать разные методические материалы, там, презентации, какие-нибудь методички, списки литературы по теме и тому подобное по разным, собственно, наукам. И вот какие-нибудь задачи, практически какие-нибудь, что можно сделать, чтобы там лучше выучить. И в итоге, собственно, собирается такая информация, но пока тут не очень много чего есть. Но... Стас, смотрите, вот, например, чтобы было более понятно нашим ученикам. Здесь, что здесь можно? Научно-исследовательские работы можно здесь публиковать? В Викиверситете, ну и сами работы нет, это как бы в данном случае нет свои работы, ну для, собственно, своих работ, там как бы оригинальные исследования тут как бы не публикуются. Если же не для оригинальных, придумывается, как лучше
преподавать что-нибудь, как что-то объяснить, какие-то материалы, да, какие-то красивые примеры для объяснения. Причем это не только путем зайти в Викиверситет, значит университет, да, это может быть и для первого класса, для второго класса, да, то есть сами как бы школьники могут придумать, как бы они бы лучше придумали преподавать, допустим, математику, русский, чтобы детям было интересно их возраст. Они же лучше знают. Вот, в целом можно такое попробовать делать, вот. Или же они могут предлагать своим преподавателям, верно, да, чтобы свои программы... Да, собственно, какие-то собирать идеи проведения уроков. Потому что у каждого преподавателя есть какие-то свои идеи, какие-то удачные находки. Вот их как-то какие-нибудь сделать математические олимпиады, какие-нибудь игры здесь, какие-нибудь интересные задачки. Вот это все собирается и обобщается, и вот, собственно, вот общим трудом можно придумать какую-то идеальную программу для обучения, которая позволит быстро, понятно, весело и при этом очень качественно чему-то научиться. Вот. И есть очень похожий проект, который называется Wikibooks. Она переводится не Вики-книги, а переводится на русский как Вики-учебник. Давайте мы на него перейдем. Вот чем отличается Вики-учебник от Викиверситета? Это место, где пишутся, уже поэтому так и называется на русском, учебники, да, то есть учебные материалы, не обязательно, ну, более широком, то есть любые инструкции, кулинарные книги, да, то есть как варить пельмени, да, и вот народ придумывает как вот идеальный способ, как сделать пельмени, да, то есть это тоже, по сути, учебник по созданию пельменей, или учебник там, по программированию, там, или на любую тему, то есть не обязательно по школьной программе, совместным трудом придумываются тексты обучающие, вот такие. Получается, если Викиверситет, он больше у нас связан с образовательной программой, то учебник более широкий. Это больше такая программа, а учебник это текст, да. Но текст с иллюстрацией. Опять же просветительский какой-то, да, там для раскрытия какой-то темы, да? Да. Который могут вот, люди писать, спорить, создавать, потому что именно так же, как работает Википедия, создавать вот такие вот обучающие тексты. Ага. Ну здесь даже, смотрю, публицистику можно встретить, да? Ну здесь в отличие от других, например, вот, например, там языки эсперанто зачем, да, наверняка это. Ну это, собственно, да, то есть, ну, вначале там какой-нибудь сам учитель по эсперанту, конечно, там вводная часть должна быть, зачем вообще нужно учить эсперанто, да, там есть английский язык, казалось, да кто на нем говорит и так далее. Вот, придумывают сначала, ну, чтобы любой учебник, да, как бы должен заинтересовать, убедить, что, в принципе, как бы это не будет потрачено зря время. Поэтому, конечно, вот такая часть в учебнике публицистическая, конечно, нужна. Вот, но если это не школьная программа, где тебя не заставляют, а где ты как бы сам решаешь, на что тратить свое время, то, конечно, такие нужны. Что у нас еще тут есть? Есть очень интересный проект, по-английски он называется Wikivoyage, по-русски он называется Wikigid. Это проект по созданию свободных путеводителей. То есть какой-то специальный проект для путешественников. Ну вот, например, статья Пермь, да. Можно, давайте открою лучше Казань, да. Вот. И что, собственно, делать в Казани, да. История кратенько, какие есть районы в Казани, предлагаемые маршруты, как добраться до города, там, на самолете, на поезде, на автомобиле, на автобусе, на корабле, как внутри передвигаться по городу, какие основные достопримечательности, чем заняться в городе,
театры какие, и эта информация быстро устаревает, ее надо постоянно обновлять, следить за этим. И, конечно, вот именно совместным трудом людям, которым это не безразлично, такие вещи делаются. Это важно также проиллюстрировать всеми достопримечательностями, чтобы туристам было интересно посмотреть город. Вот, что поесть, куда вечером сходить. Все про все города мира, то есть про многие из них нету каких-нибудь бумажных путеводителей, а вот тут они уже есть, их написали. То есть Казань все-таки крупный город, но вот какой-нибудь, давайте другой помельче попробуем проверить. Тимирхан, скажите, какой-нибудь город Казахстана? Так, давайте набережные Челны, возможно, здесь будут. Все-таки тоже крупная, кстати. А нет, тут только прям культурное наследие, да. Найдем. Да, нету. Ну вот, повод написать путеводитель. Да. Прочный. Да, то есть, в принципе, видите, тут вот если Википедия миллиона статей, тут их, конечно, меньше, потому что на самом деле туристических городов в мире не так уж много. И тут как раз задача именно про те, что есть, которые имеет смысл посмотреть, про них написать хорошо, сделать идеальную статью. Ну вот видите, даже вот про японские деревянные, то есть не только можно отдельные статьи про достопримечательности, ну вот про термины я открывал, где у нас тут Казань, там как раз были, по-моему, разные окрестности, вот Свияжск. Вот на некоторые, видите, нету, кстати. Можно вот про Иннополис. Как оказалось, пока не написали путеводитель. Надо писать. Вот. Дальше. Ну, в принципе, это молодой проект, он не так давно возник. Очень недавняя история, он назывался раньше Wikitravel. Был отдельный проект, отдельно от Wikimedia, но потом продан коммерсантам. Так как была свободная лицензия, произошло такое разделение, сообщество ушло, просила Wikimedia, собственно, забрать этот, сделать аналогичный проект, куда перешел контент из Wikitravel, и сообщество тоже сюда перешло. На Википедии никакой рекламы нету, и в целом народ пишет сюда теперь. Вот. Но пока на русском языке пока не очень много путеводителей, но в целом как раз это связано с тем, что далеко не все знают просто про существование Викигида, но я думаю, в целом скоро об этом не узнаем. Викивиды – это проект. Вот мы смотрели статью про биологический вид, про какую-то птицу козадоя. Но вот тут вот он, Викивид, в отличие от других проектов, где есть свои локальные версии на языках, за исключением Wikimedia Commons, который один-единый для всех Викисклад, так и Викигиды, он тоже один сайт без проектов на разных языках. Это, по сути, такая база данных всех биологических видов. Как они друг с другом связаны, то есть как вот вид, можно посмотреть там род, семейство и так далее. То есть полная информация с ссылками на соответствующие авторитетные базы данных и так далее. То есть это полная информация про биологические виды, такая вот, в данном случае довольно формальная, в отличие от Википедии, где могут быть какие-нибудь интересные факты про каждый вид и так далее. Но тут оно такой проект. MediaWiki – это проект, просто сам движок, на котором работает Википедия и другие проекты Wikimedia. Его любой человек может скачать, он свободный, и сделать свою Википедию или любой свой проект, если ему это нравится. Wikisource. Wikisource – это по-русски называется Викитека. Это свободная библиотека. Это проект, где хранятся тексты.
которые не защищены авторскими правами, то есть либо истек срок охраны, либо они по свободной лицензии, либо они не защищаются копирайтом, ну, например, тексты законов, ну, особенно там это интересно, какие-то тексты там, законов прошлых, которых уже сейчас не найти, там, например, там законы Российской империи, это очень важно там для разных исторических статей, и в статье Википедии можно там посмотреть уже сами эти тексты, которые там упоминаются. То есть не обязательно хотел там на русском языке, тут и допустимо, соответственно, писать не только на современном русском языке, но и можно использовать и старую орфографию. То есть в данном случае это в каком был, собственно, оригинал текста, там можно дублировать на русском. И вот видите, в данном случае старая орфография. Это как раз текст 18 века, учебник, как посмотреть этот текст. Вот, есть привязки к номерам страниц бумажного издания и так далее. То есть это огромная библиотека, видите, 503 тысячи текстов. То есть это одна из крупнейших библиотек Рунета. Но при этом она не пиратская, она легальная. Ну, Wikidata, это, или Wikиданные, это база данных, которая используется в Википедии. Видите, тут 57 миллионов разных элементов, то есть все информация про, давайте мы откроем Википедию, например, чтобы было понятно. Найдем, давайте, какую-то случайную статью. Откроем. Ну вот, какой-то, кто это у нас такой? Французский военачальник эпохи наполеоновских войн. И мы можем посмотреть про вот этого французского военачальника. У нас элемент Викиданных. И тут на самом деле собраны его изображения, какого пола, из какой он страны, то есть вся информация статьи, она сделана в таком табличном виде. Что это дает? Это дает возможность автоматически генерировать вот такие карточки во всех статьях, потом автоматически их обновлять. Ну, про французского военачальника, не знаю, зачем это, может быть, не так актуально обновлять, но тем не менее, если там какие-то, там, например, в французской Википедии, там какие-то факты про него они там раскопали в архивах, они ее дополняют, это Викиданных, и она тут же появляется и в русской версии. Там, например, там, где похоронен, кто его родственники, там, какие у него были награды, информация уточняется, одновременно меняется во всех Википедиях. Ну, это основные проекты, теперь давайте перейдем к конкурсу. Если вы откроете сайт Wikimedia.ru, это ru.wikimedia.org, ru.wikimedia.org, в поиске наберете слово конкурсы, то вы перейдете вот на эту страницу. Кстати, есть и татарский вариант. Ну, давайте все-таки на русском, потому что я по-татарски не говорю. И тут вот список текущих конкурсов, завершенных и так далее. Давайте просто пройдемся по ним и... По некоторым конкурсам сейчас хочу отметить, да, Дмитрий уже рассказывал вообще именно про какие-то конкретные конкурсы, да. Я думаю, нужно затронуть тему о том, какие вики-проекты затрагивают конкурсы, да, и они же проводятся, например, не только в Википедии, да. Вот про это. Хорошо, да, смотрите. Большинство, конечно, конкурсов, они направлены на Википедию. Это написание статей в Википедию. То есть, вот, например, там футбольный марафон, шел чемпионат мира по футболу, и вот было написано там около 400 статей, там про футболистов, про команды, вот, соответственно, какие были писались там про разные матчи, чтобы у нас в Википедии была всегда популярная информация, и люди писали, получили призы, там были, по-моему, призы
Не помню, по-моему, у нас ничьи, что ли, мы чемпионата мира дали. Честно, не помню. Но также есть там другие статьи, там про достопримечательности, про биографии и так далее. Ну, статьи, и там, соответственно, бывают разные призы, бывают денежные, бывают какие-нибудь подарки. Ну, вот, например, вот Викигэп это писали про женщин, да, там были подарки шведского посольства, это международный конкурс, приходил во всем мире, кто больше напишет статей про значимых женщин в Википедии. Вот, написали около 700 статей. А есть проекты, которые делаются не в Википедии, а в проекте Викисклад. Это вот где хранятся изображения, это разные фотоконкурсы. Есть 3 крупных международных фотоконкурса. Это конкурс, который сейчас проходит, называется «Вики любит землю», он будет идти до 15 июня. Это конкурс проводит Викимедиа.ру совместно с сообществом Викигида. Люди фотографируют природное наследие России. Одновременно это проходит конкурс более чем в 20 странах мира, по-моему, 26, если не ошибаюсь. И вот, собственно, такие получают призы, как победители прошлого года. Фотография, они потом используются во всех статьях Википедии, в статьях Викигида и так далее. Чем интересен этот конкурс? Да, у нас там, когда идет конкурс, идет соревнование еще между странами, статистику, российский конкурс. Что-то у нас тормозит статистика, но в какой стране больше загрузили фотографии. Там будут призы, в данном случае, вот в этом конкурсе от ну, там разные промо-коды Озона на покупку книг или что-то продается на Озоне. А вот российский ведь стартовал позже, там ведь все подруги стартовал с 1 мая, вот первая Германия, сейчас Украина, на 3-м месте пока идет Россия, ну, мы недавно обогнали Индонезию, ну, посмотрим, обгоним ли мы Украину. Они на 2 недели раньше начали загружать, ну, посмотрим. Ну, они раньше закончат этот конкурс. Да, про этот конкурс хотел вот что сказать, как загружают сюда. Есть база данных всех природных наследий, то есть вот, допустим, откроем Татарстан. 16 регион, первый столб. Да. Вот, и можно посмотреть разные районы. Ну, в природных памятниках вроде не... вот ну, просто по списку идут районы. Да, вот по районам, и можно вот посмотреть, где-то есть уже загружено, вот как они на Викискладе. Вот, можно, нет, и дальше, если чего-то нет, у вас есть такие фотографии собственные, то есть не найдены где-то в интернете чужие, а собственные, загружайте, и дальше потом жюри отберет, возможно, вы победите. Там союз фотографов дикой природы в жюри, то есть хорошие фотографы будут отбирать. Участники Викигида, которые победители прошлых лет, то есть это довольно авторитетное будет жюри хорошее. Вот про многие эти районы Татарстана значимые места никто не отфотографировал, да? Хотя наверняка там куча людей с фотоаппаратами ходит, каждый них фотографирует, но никто эти фотографии у них дома непонятно зачем хранятся, никому они их не показывают. Вот. И есть возможность что-то отфотографировать, или, может быть, вы уже когда-то отфотографировали. Загружайте, вы участвуйте в этом конкурсе, он пройдет и будет идти до 15 июня. А так он идет каждый год, с 15 мая до 15 июня. В Википедии вот такой тоже баннер показывается, чтобы адрес совсем не запоминать, можно кликнуть и перейти на эту страницу конкурса. Дальше из фотоконкурсов, из тех, что сейчас идет конкурс научных фотографий совместно с телеканалом «Наука». Он будет идти до конца мая, немного осталось времени, но можно еще успеть. 5 номинаций.
каждый 3 призовых места, по 10 тысяч рублей за каждое место в каждой номинации, то есть 15 призовых мест, довольно много, и вот можно загрузить, соответственно, фотографии, как-то связанные с наукой. Ну вот сейчас вот уже больше 1000 фотографий загрузили, вот это вот последние загруженные фотографии на этот конкурс. Какая интересная. Вот это какой-то научный эксперимент иллюстрирует момент горения паров изопропанола. Так. Есть конкурс, который у нас идет традиционно осенью, фотоконкурс «Вики любит памятники», тоже будет в сентябре. Это культурное наследие, то есть это разные здания, сооружения, интерьеры станций, метро, например, там и музеев, усадеб. Тоже можно, там есть специальная база культурного наследия, она самая крупная, даже больше, чем база у Минкультуры, и лучше сделана, потому что много лет огромное количество волонтеров ее собирали. Ну, вот, собственно, тоже предлагаю вам осенью поучаствовать, тоже бывают призы за победу. Конкурс для других проектов мало. Но вот в июне будет конкурс, пока он тут еще не появился. Конкурс, который называется «Общественное достояние». Там вот одна номинация писать статьи в Википедии, другая грузить фотографии на Викисклад, которые перешли в общественное достояние, там дополнительный балл за тех, которые перешли в общественное достояние в этом году. И есть номинация Викитека, загрузка произведений, которые перешли в общественное достояние, и дополнительные баллы за тех, которые именно в этом году, в 2019 перешли в общественное достояние. То есть это не только на русском языке, но и, например, на татарском языке тоже можно поучаствовать. Вот, например, там вот Викитек вот в этом году, вот конкурс была первая часть, вот, что загрузили, 1000 произведений, они теперь появились в Викитеке, то есть люди их оцифровывали специально и загружали. Такая работа и полезная при этом. Ну вот, вот, кстати, очень интересный проект. Интересный, кстати, конкурс, который не связан с проектами Викимедиа. Он завершился вот буквально на прошлой неделе, но тем не менее я про него расскажу. Это Вики Будущее. Мы его проводим с проекта, с портала Проза.ру и Самоцдат. Это конкурс по написанию фантастических рассказов про будущее Википедии, про будущее энциклопедии, про будущее Вики-проектов, сбора знаний, как все это будет выглядеть в будущем. И в итоге у нас там написали уже порядка 300 рассказов написания. И вот у нас такие рассказы написали довольно неплохие. Все они тоже под свободной лицензией. Потом сейчас идет отбор, их вычитывают, смотрят, выбирают, какие лучше, какие хуже. Потом отберут известные фантасты Павел Амнуэль и Николай Романецкий, ну и я в том числе, и я вместе с ними отберем лучшие рассказы, будет издан сборник, мы его повезем в Стокгольм на Викимане, который будет проходить в том же зале, где вручают Нобелевские премии, и вот, собственно, представим вот эту книжку про будущее Википедии в этом году. Тоже вот такой вот интересный конкурс, я думаю, мы его повторим и в следующем году, соответственно, в начале следующего года. Ну вот это вот основные конкурсы, заходите, смотрите, они обновляются, летом у нас будет, соответственно, конкурс про написание статьи в Википедии, будет конкурс общественного достояния, будет конкурс по истории российского предпринимательства, писать про разных компаний, предпринимателей, ну в данном случае не современных, а исторических, в статье в Википедии. Будет конкурс совместно с музеем «Гараж»
про современное искусство. И, наверное, будет еще конкурс про интернет, про Рунет, потому что в этом году 25 лет Рунету, но вот сейчас мы обсуждаем, наверное, это конкурс тоже летом будет. Ну вот, примерно все. Если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Сейчас так посмотрим, есть ли вопрос. Ну, я думаю, сейчас прямой эфир, возможно, не так много людей смотрело сейчас. Так. Так, ну в комментариях вопросов нету. В принципе, от меня, наверное, тоже мне добавить особо нечего. Да, еще раз повторю, это у нас был последний завершающий видеоурок. Сейчас прошу, да, те, кто еще все-таки не закончил свои статьи в татарской Википедии, да, которые вы начали, которые нужно написать к концу сессии, их доделать, уведомить об этом меня, Хабиля, Айгуль, да, который у нас находится, нашу команду в беседах. И хочу напомнить, да, то, что у нас участники проекта, участники Вики-школы Салят в этом году активно участвуют в Вики-весне в татарской Википедии, да. Напоминаю, да, то, что до 31 мая еще можно писать статьи. 31 мая это дедлайн, последний срок для статей в наш весенний марафон Вики-весна ЦИ. Еще раз спасибо большое Стасу. Уже второй раз откликается на нашу просьбу провести такой небольшой видеоурок, мастер-класс. Всем спасибо.